В доме повесившегося человека считается неприличным обсуждать качество и длину веревки, на которой он повесился. Это я к тому, что есть вещи, которые неприличны, а есть вещи и хуже, чем нарушение норм этики и морали. Вот, например, вы слышали что-то насчет открытия памятника или памятной доски Гитлеру в Израиле или Чингисхану в Москве за то, что те были мужественными и храбрыми солдатами. А они были. Оба были очень храбрыми и мужественными солдатами, которые пытались покорить мир и довольно серьезно преуспели в этом. Но никогда на тех землях, где они прошлись огнем и мечом, где ими совершались страшные злодеяния, не появится ничего в память о них, кроме проклятий в их адрес. И эти правила незыблемы для всего цивилизованного мира, кроме России, где русскому агрессору мало убить, ограбить и сжечь все живое. Нужно еще и увековечить память убийцы детей, женщин и стариков. Нужно унизить память жертв и найти среди потомков выживших тех, кто согласится почтить память генерала Маняка и плюнуть на могилы своих павших. Именно для этого нашли целую администрацию Сунжинского района Ингушетии, где в свое время генерал Маняк Слепцов, вырезав очередной аул в том самом Сунжинском районе и разглядывая лежащие на земле трупы наших женщин, детей и стариков, заявил: «Какое имеют право эти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш августейший император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие, уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов». Его память решили почтить не только наши национал-предатели, хотя кого они предали, они больше гаски, чем сами гаски, но и путинские гауляйтеры оккупированной Ингушетии. Министр внутренних дел по Республике Ингушетия Михаил Коробкин, начальник УФСБ по Республике Ингушетия Дмитрий Кечкин, начальник пограничного управления ФСБ России по Республике Ингушетия Валерий Резниченко, начальник следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия Андрей Коновод, начальник Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Республике Ингушетия Сергей Чернышов, главный федеральный инспектор по Республике Ингушетия Виталий Смирнов. Как вам компания собралась? Нравится? Они, по их словам, пришли почтить память храброго воина, убийцу беременных женщин и детей. Вы думаете, они не знают, кто такой генерал-маньяк Слепцов? Знают. Прекрасно знают. Знают и гордятся тем, что продолжают его дело, истребляя непокорных ингушей, превращая их в законченных манкуртов, типа полицая Ноха Сечева, которому было за честь постоять рядом с могилой убийц тысяч и тысяч астхоевских детей, женщин и стариков, живших в этих краях спокойной и мирной жизнью до прихода Слепцовых, Коробкиных и прочих Смирновых. Когда Ингушетия будет свободна, народ Ингушетии вычистит свою землю от всех упоминаний их генерал-маньяков. А именем убийцы генерала-маньяка Слепцова, чей выстрел отправил царского пса в ад, Хасудурдиев, сын Тепцы из селения Валерик, будет названа школа в городе Сунжа. Иншаллах.